Здравствуйте, дорогие слушатели. Здравствуйте, дорогие телезрители. Мы вас приветствуем. Продолжаем наши уроки истории. На прошлой неделе мы с вами достаточно подробно поговорили о Казанском ханстве, изучили историю возникновения, яркую культуру. Сегодня мы с вами поговорим о тех тюрко-татарских государственных образованиях, которые возникли после распада Золотой Орды. Мы с вами в ходе лекции неоднократно подчеркивали, что в рамках Золотой Орды формировался единый средневековый татарский народ с его различными этнотерриториальными группами. И вот эти этнотерриториальные группы как раз и формировались уже после распада Золотой Орды на территории тех государств, на которых эти этнотерриториальные группы татарского народа и проживали. Итак, тема тюрко-татарские государства. Эпохи позднего Средневековья. После распада Золотой Орды, если вы помните, когда мы говорили о причинах распада Золотой Орды, мы выяснили, что главные причины являлись как политические, экономические, династические, опустошительные походы Тамерлана, но так или иначе Золотая Орда постепенно распадается. На ее огромной территории возникает целый ряд государственных образований, которые в равной степени являлись государствами, которые считали себя наследниками этого государства. Ну, мы говорили о Казанском ханстве достаточно подробно, которое занимало территорию бывшего Северного Улуса, на северных окраинах бывшей Золотой Орды. Это была огромная Ногайская Орда, которая занимала территорию Южной Сибири и вплоть до Волги. Наконец, это было Крымское ханство, которое занимало территорию Крыма и северной части степей Дэшты-Кыпчак. Между Крымским ханом и Ногайской Ордой возникла Большая Орда, или по древнерусским летописям Великая Орда. Кстати, вот Большая Орда, она больше всех претендовала на роль наследника Золотой Орды. И, наконец, те государственные образования, которые возникли уже на перифериях. Это, конечно же, Сибирское ханство на территории Западной Сибири и на территории уже Великого княжества Московского, Московской Руси, это Касимовское ханство. Я не беру те государственные образования, которые возникли на территории восточной части бывшего Улуса Джучи, это Казахское ханство, некоторые другие государственные образования, по той простой причине, что они не имеют прямого отношения к истории татарского народа, а вот эти государственные образования как раз и явились постордынскими, тюрко-татарскими государственными образованиями. Самым крупным из этих государственных образований, самым таким влиятельным в эпоху позднего Средневековья являлось Крымское ханство. Крымское ханство выделилось одним из первых из состава Золотой Орды. Возникло оно в 1443 году. Основателем Крымского ханства является хан Хаджи-Гирей. Он, кстати, являлся сыном золотоордынского хана Гияз-ад-Дина. Династия Гиреев, если быть точнее, это род Гиреев из династии Джучи, правил из всех вот династий, которые были в тюрко-татарских государствах, дольше всех. Образовалось государство, напомню, в 1443 году и просуществовало до 1783 года. И весь этот период династия Гиреев была у власти, правила этим государственным образованием. Русский поэт, художник, историк искусства и мыслитель Максимилиан Волошин в свое время назвал период Крымского ханства «золотым веком Гиреев», справедливо отметив, какую роль сыграла эта династия в истории Крыма, в культурной жизни Крыма XV-XVIII веков. Династия дала целую плеяду блестящих правителей, которые как раз и сформировали тот статус Крымского ханства, который на протяжении многих столетий являлся одним из ведущих государственных образований Центральной Евразии, Восточной Европы и Западной Азии, и всегда претендовала на роль ведущего такого геополитического центра. Крымское ханство, прямо скажем, выделялось среди всех
постордынских татарских государств, во-первых, величиной своей территории. Территория этого государства на самом деле была достаточно обширной. Кроме, собственно, самого Крыма, она контролировала территорию северной части, южной части Дешты-Кыпчак. Это так называемые Ногайские степи, и ее граница практически доходила и соприкасалась с Большой Ордой. На территории Крымского ханства было большое количество городов. Причем города развивались вот в той модели культурного развития, градостроительства, которые были заложены еще, собственно, в период Золотой Орды. И говоря о населении Крымского ханства, надо себе четко представлять, что в силу того, что Крым еще с античных времен был территорией формирования многих цивилизаций, греческих, армянских цивилизаций, в период Золотой Орды крупные татарские города возникают, тут же были крупные итальянские порты, фактории, генуэзцы достаточно были активны в Крыму, поэтому Крым в этническом отношении являлся такой некой палитрой многих племен, многих народов, из которых, собственно, впоследствии и формировалась вот эта этническая группа под названием крымские татары. Городов на самом деле было достаточно много. Еще начиная с эпохи Золотой Орды выделялись крупнейшие центры международной торговли, такие как Судак, например, такие как Солхат. Было большое количество итальянских городов, это Кафа, например, некоторые другие города. Но возникают и новые города, среди которых, конечно же, это прежде всего Бахчисарай, это столица Крымского ханства, один из крупнейших городов Восточной Европы. Построен был при известном крымском правителе Хаджигерии и ставший столицей при Менглигерее, а также города Гизлеев, Акмечеть, тот же город Султан-Сарай, нынешний город Симферополь и многие-многие другие города. А в городах получили широкое распространение различные виды ремесел. Это гончарное производство, это кожевенное производство, это металлургия, черная, цветная металлургия. Своего расцвета в городах Крымского ханства и особенно в столичном городе достигает ювелирное искусство. Продолжались традиции златоордынского производства высокохудожественной изразцовой керамики. В более северной части, то есть вот в этих Ногайских степях, традиционно, которые еще в восточной литературе называлось Дешты-Кыпчак или просто Дешт, традиционно было развито, конечно же, скотоводство, бахчеводство. Вот в этом отношении нам большой интерес представляет описание крымских татар, который оставил шведский историк Иоганн Тунман, проживал он в XVIII веке. Вот послушайте. Одеваются они, то есть крымские татары, очень чисто, аккуратно. И если обладают средствами, достаточно роскошно. Их одежда не только удобна, но еще более привлекательна, чем турецкая. Возвышает и украшает наружность татар. Язык крымских татар является тюркским наречием. Османы, то есть турки, понимают их не без труда. Язык нагаев, а речь идет о крымских татарах северных Ногайских степей, для них еще менее понятен. Ногайский язык, между тем, тот же, что и крымские, хотя, может, и не такой развитый. Вот это очень интересное сообщение содержит в себя две составляющие. Во-первых, это этническое разнообразие, о котором я вам сегодня уже говорил, да? А во-вторых, показывает, что крымские татары, как часть единого татарского суперэтноса, и считали себя частью этого татарского суперэтноса. Не случайно соседи уже в XVIII веке их четко называли татарами. Причем единый крымско-татарский язык складывался достаточно долго. Вот на сегодняшний день в Крыму мы выделяем три говора, некоторые специалисты даже говорят диалекта. Это ногайский так называемый диалект, то есть те крымские татары, которые являются потомками степных крымских татар. Он в своей основе в большей степени, конечно же, кыпчакский язык. Когда мы общаемся с степными крымскими татарами, то человек, который говорит на татарском языке, без переводчика достаточно спокойно понимает крымских татар, которые говорят на этом диалекте. Есть особая группа горных крымских татар, которые исторически, традиционно проживают в горной части Крыма. Там уже чувствуется влияние османского языка.
И, наконец, есть прибрежные крымские татары. Там влияние османского языка чувствуется наиболее сильно. Это уже огузский язык. Поэтому в этом отношении я хочу подчеркнуть, что крымские татары – этнос тоже многокомпонентный, в котором приняли участие в своей основе тюркоязычные племена, которые исторически сформировали здесь еще в период, начиная с периода Золотой Орды. Но здесь большую роль сыграли и компоненты османские, особенно после того, как Крымское ханство попало в вассальную зависимость от Османской империи. Конечно, здесь значительную часть компонентов составляли итальянские, греческие. Государственное устройство Крымского ханства, оно, по сути, так же, как и в Казани, как и в Казанском ханстве, повторяло государственное устройство Золотой Орды. Еще раз хочу привести слова известного татарского историка Сафар Галиева, который в свое время сказал, что общественный строй, государственное устройство Казани и Крыма, оно, в принципе, напоминало Золотую Орду. Более того, Казань, Крым – это были Золотая Орда в миниатюре. Здесь так же, как и в Золотой Орде, как в Улусе Джучи, глава верховной власти, хан из династии Джучи, из ветви Гиреев, как мы выяснили. Также функционирует диван, Государственный совет, который формировался из представителей крупной аристократии, прежде всего военной аристократии, так как в Золотой Орде и в Казани это были наиболее влиятельные роды Ширин, Барын, Аргын, Кыпчак. Правда, здесь я подчеркну, что в отличие от других постордынских татарских государств, в Крыму постепенно сформировался новый род. Назывался он Мансур, который пришел на смену вот этим родам Аргыну и Кипчаку. Но так же, как и в Казани, надо подчеркнуть, что самый могущественный был род Ширинов. Помните, мы с вами, когда говорили о средневековой Казани, выяснили, что также в Казани были наиболее влиятельные эти крупные княжеские фамилии, но среди них выделялся род Ширинов. Да? Более того, Ширин, Нурали Ширин, по своему положению, он был как бы первый среди равных этих крупных влиятельных родов. Это отразилось в том, что его дворец находился в Казанском Кремле, по сути, недалеко от ханского дворца, что его мечеть находилась. Вот также наиболее влиятельный род Ширинов мы наблюдаем и на территории Крымского ханства. Начиная с 1475 года Крымское ханство входит в союзнические отношения с Турцией, с Османской империей, а в дальнейшем и в вассальную от нее зависимость. Политическая история Крыма была также очень непростой. Вот после распада Золотой Орды единства в тюрко-татарском мире не существовало. Да? Каждый преследовал свои политические цели, каждый претендовал на роль наследника Золотой Орды. Яркий тому пример – противостояние Большой Орды и Крымского ханства. О Большой Орде я буду говорить более подробно отдельно. Здесь просто упомяну, что Иван III, как, в общем-то, очень сильный политический деятель, как известно, заключил союз с крымским ханом Мингли-Гиреем против Большой Орды. Напомню также, что хан Большой Орды Ахмед, а именно в период правления хана Ахмеда в Большой Орде, Большая Орда достигает достаточно сильных позиций. Он даже пытается совершить поход на Москву в 1480 году, да, с целью заставить Ивана III признать его власть. Этот поход заканчивается для него неудачно, и в российской историографии этот период трактуется как период конца так называемого татарского ига. Так вот, Мингли-Гирей, будучи ближайшим союзником Ивана III, также был противником Большой Орды, и после того, как армия Большой Орды была разгроблена, значительная часть населения Большой Орды как раз и уходит на территорию Крыма. Именно с этого периода, то есть начиная со второй половины 15 века, конца 15 века, население Крымского ханства резко увеличивается. И именно с этого времени Крымское ханство становится одним из самых влиятельных государственных образований Восточной Европы и в целом Центральной Евразии. В дальнейшем отношения
Крыма с Москвой резко обостряются. Оно и понятно, потому что эти два государственных образования, которые, по сути, претендовали на роль геополитического центра в этом обширном регионе. Начинаются взаимные походы с обеих сторон. Например, известные походы 1687-89 годов, которые даже закончились отставкой правительства князя Голицына, так как они были неудачны для Московской Руси. Однако в 1783 году на основании знаменитого Куйчук-Кайнаджирского мирного договора Османская империя отказывается от Крыма, Крым был аннексирован, и Крымское ханство прекращает свое существование. Дальнейшая судьба населения Крымского ханства продолжилась в рамках российской истории, но это же новая страница истории населения Крыма. И мы, когда на уроках будем говорить об истории татарского народа в составе Российской империи, будем обращаться к истории крымских татар уже в составе Российской империи. Касимовское ханство. Очень интересное государственное образование. Оно не является прямым наследником Золотой Орды, но там проживали татары. Это государство возникло на территории Московской Руси, на территории Рязанского княжества. А предыстория образования этого государства следующая. В 1438 году Улуг Мухаммед, официальный хан Золотой Орды, в результате политических интриг, заговоров, был вынужден покинуть территорию сарая Бату, столицы государства, и направился на территорию Московского княжества, Московской Руси. Если быть точнее, в пределы Нижнего Новгорода. Почему Нижнего Новгорода? Дело в том, что в Нижнем Новгороде, это Мещерская земля, еще более ранние периоды сюда проникали татары, так называемые городецкие татары. Мы знаем, что Нижний Новгород к моменту прихода Улуг Мухаммеда, там уже проживало татарское население, служилое татарское население, которое служило московским князьям. Именно сюда направляется Улуг Мухаммед, но здесь еще и причина была следующая, чисто политическая. Дело в том, что незадолго до этих событий в самой Москве возникает династический кризис между сыном Василия I, Василием II, и братом Василия I, Юрием, которого звали Юрий Звенигородский. Как известно, в российской истории этого противостояния вылилось в дальнейшую феодальную войну. Проходила она достаточно драматично. И как раз вот именно в описываемый период Улуг Мухаммед направляется сюда с надеждой, что он получит поддержку, очевидно, у Василия II. Почему? А дело в том, что когда два соперника, то есть Василий II, как претендент на московский трон, и Юрий Звенигородский, тоже претендент, прибыли к Улуг Мухаммеду еще, когда тот был ханом Золотой Орды, за ярлыком на великое княжение, то Улуг Мухаммед выдает ярлык на княжение Василию II. Ну вот, очевидно, это тоже сыграло свою роль. Однако события разворачиваются достаточно быстро, где-то и драматично. Василий II попытался выжать Улуг Мухаммеда с территории Нижнего Новгорода, однако он терпит там поражение. И причем достаточно серьезные поражения он терпит в 1445 году под Суздалем, даже где попадает в плен к Улуг Мухаммеду. Для последнего это было несколько неожиданно, судя по сообщениям тех же русских летописей. Но за большую вилку Василий II был освобожден. И тогда как раз и один из сыновей Улуг Мухаммеда, его звали Касим, он был вторым сыном, по договору с Василием II получает в кормление, то есть в правление, в удел, небольшой город на Рязанской земле, город Городец, в котором, повторюсь, уже какая-то часть татарского населения в это время проживала. Вот таким образом Касим явился основателем, тоже Джучит, потомок Джучи, из династии Джучи, явился основателем вот этого очень интересного государственного образования. Это государственное образование, оно существовало достаточно долго,
до второй половины XVII века. Хотя это государство являлось таким аморфным, оно было буферным государством и играло определенную роль в политике московских правителей, в взаимоотношениях с Казанью. Тем не менее, это государство, проводя внешнюю политику промосковскую, при этом, конечно же, не самостоятельное государство, при этом, как ни странно, рязанские князья очень долгое время платили выход или дань, как принято говорить, как раз этим касимовским ханам. Ну, очевидно, это была некая дань традициям, которые еще шли с эпохи Золотой Орды. Вот такое интересное политическое образование возникло на территории Касимовского ханства. В дальнейшей истории касимовские ханы, как мы выяснили при изучении Казанского ханства, играли достаточно активную роль в политических отношениях между Москвой и Казанью. Самая известная фигура, еще раз напомню, это Шах Али, то есть Шегалей по древнерусским летописям, которого Москва неоднократно сажала на казанский трон. Но, еще раз повторюсь, 3 раза его сажали, 3 раза изгоняли. Чем занимались касимовские татары? Касимовские татары в основной своей массе это были служилые татары. Они служили московскому князю. Участие касимовских татар в воинских формированиях четко прослеживается по древнерусским летописям. Это участие в Ливонской войне, это участие в казанских походах. Но вот есть такой стереотип, что все касимовские татары были служилыми. Конечно, нет. Среди касимовских татар значительная прослойка это были земледельцы, которые занимались земледелием. Конечно же, среди них были и ремесленники. Вот у касимовских татар, так же как и казанских татар, до сих пор сохранилось кожевенное производство в виде изготовления ичагов. То есть казанская узорная кожа. Она сохранилась, эта традиция, эта технология сохранилась только у казанских татар и у касимовских татар. То есть там кожевенное производство традиционно было сильно развито. Большинство, конечно, проживало в городе Касимове, но по некоторым источникам много касимовских татар уже выходило за пределы Касимова и проживало в тех слободах, которые находились рядом с городом Касимовым. Это мусульмане сунниты, хотя мы знаем, что некоторые переходили и в православие. Но самый вот яркий представитель – это Семен Бекбулатович, царь всей Руси, который в период опричнины некоторое время даже занимал московский трон. Таких представителей элиты было немало, и они служили московским князьям. На сегодняшний день на территории Касимовского, города Касимова проживают потомки этих касимовских татар. Их осталось очень немного. Основная их часть живет в Москве, но касимовские татары помнят и знают свою культуру. И это, конечно же, часть нашего большого татарского народа. На территории Касимовского ханства сохранились некоторые памятники монументальной архитектуры 15-16 веков. Ну, например, перед вами яркий образец татарской монументальной архитектуры 15 века. Это минарет. Обратите внимание, по своему архитектурному решению, по своей архитектурной традиции, он очень напоминает малый минарет где? В Булгарах, да? Это была одна архитектурная единая школа. То есть та архитектурная школа, которая сложилась в северной зоне Восточной Европы, в северной зоне Золотой Орды, в Булгарах, она такая же была и в Казани, очевидно. И вот яркое тому подтверждение – это ханский минарет на территории города Касимова. Вот сама мечеть, она в последующем, после ликвидации Касимовского ханства, сама мечеть была разобрана. До наших дней она не сохранилась. Ну, это уже современная постройка мечети. Также сохранился мавзолей Шаха Али, сохранившимися внутри намогильными камнями самого хана и его близких. Мавзолей, очевидно, имел завершение купольное. Оно напоминает по своему стилю, по архитектурному решению комплекс мавзолеев в городе Булгаре. Вот это мавзолей XVI века. Здесь захоронен Шах Али и его ближайшие родственники. История Касимовского ханства, она достаточно непростая. Она достаточно интересная и, повторюсь, является составной частью
истории государственности татарского народа. Астраханское ханство было образовано в 1459 году при хане Махмуде. Занимало правобережье нижнего течения Волги. Городов было немного. По сути, единственный город Хаджи-Тархан. Это современный город Астрахань. Хаджи-Тархан был заложен еще в период Золотой Орды. Являлся одним из крупнейших городов Нижнего Поволжья. Более того, Хаджи-Тархан имел право чеканки джучитских монет. В Золотой Орде 32 города имели право чеканки монет. Вот Хаджи-Тархан был одним из таких. Основное занятие жителей это была торговля. Хаджи-Тархан, так же как и Итиль, так же как и Сарай-Бату, активно выполнял функции центра международной транзитной торговли. И вот уже известный нам Иосафат Барвара, когда описывал Хаджи-Тархан, коротко заметил: «Великое татарское торжище». То есть тем самым подчеркивая роль этого города в товарообмене между Западом, Востоком, Севером и Югом. Надо признать, что политическая активность Астраханского ханства, она не была такой активной, как, скажем, Крымского ханства, Казанского ханства, и во многом зависела от Большой Орды, а позднее, уже после распада Большой Орды, от Ногайской Орды и Крымского ханства. После завоевания Казани в 1552 году, в 1554 году русские войска захватили Астрахань, сменили хана Ямгурчея и посадили на Астраханский престол тоже джучида, звали его Дервиш Али, в качестве вассала Ивана IV. Дервиш Али, надо признать, в первое время выполнял именно те функции, которые на него возлагали. Однако неожиданно в 1556 году он начал проявлять самостоятельность, прежде всего политическую самостоятельность. И уже в 1556 году повторно Астрахань была взята, и ханство было, по сути, ликвидировано. В настоящее время на территории бывшего Астраханского ханства наряду с другими народами живут и астраханские татары, которых мы считаем прямыми потомками тех татар, которые проживали на территории Астраханского ханства. Хотя надо признать, что современные астраханские татары сложились как этнотерриториальная группа в результате долгих столетий. То есть нельзя сказать, что вот современные астраханские татары только прямые потомки тех астраханских татар. Отнюдь нет. На протяжении 17, 18, 19 и даже начала 20 века крупные группы средневолжских татар проникали на территорию Астраханской губернии, на территорию Нижнего Поволжья. И современные астраханские татары – это уже симбиоз вот тех жителей Астраханского ханства эпохи позднего Средневековья и более поздних волжских татар, которые проникали на территорию Астраханской губернии, а потом и Астраханской области. Хотя прямыми потомками вот этих астраханских татар мы считаем три небольшие этнотерриториальные группы. Это карагашская группа татар, юртовская и кондуровская группа татар. Вот в последние годы карагашская группа татар все больше начинает идентифицировать себя уже с нагайцами. И язык карагашских татар, частично юртовских татар, он имеет много компонентов нагайского языка. Но здесь есть одно «но». Нагайские татары по источникам эпохи Средневековья это был большой средневековый этнос, который влиял на этнические процессы, на формирование этнотерриториальных групп на всей территории бывшей Золотой Орды. То есть, вы, наверное, обратили внимание, когда я рассказал о Крымском ханстве, я говорил о нагайском компоненте. Там тоже нагаев было много. Много нагаев проникло на территорию Казанского ханства, да, особенно в период правления Нусуртан-царицы, особенно в период царицы Сюембике. Также много нагайских татар проникало и жило на территории Большой Орды. И, соответственно, нагайские татары сыграли достаточно большую роль в этнических процессах и Нижнего Поволжья. Поэтому мы подчеркиваем, что астраханские татары, имея свои
особенности в языке, в культуре, в традициях, в истории, но тем не менее это часть нашего татарского народа. Ну, к сожалению, дорогие слушатели, время бежит очень быстро. Я не успел осветить все процессы, которые проходили в Восточной Европе, Западной Азии после распада Золотой Орды. К сожалению, не успел осветить историю всех постордынских татарских государств. Я надеюсь, что на следующей лекции мы этот пробел с вами восполним. А сейчас я попробую ответить на ваши вопросы. Раиль Равильевич, вот вы много про нагайцев говорите, да, про эту национальность. Они, как вы говорили и на прошлой передаче, что в Казанское ханство их много проникло и при Нур-Султане, и при Сюмбике. Вопрос. Вот сейчас эта нация, она есть, и современные нагайцы, это имеет ли что-то общее с теми нагайцами, которые проникли на территорию Казанского ханства? Значит, первое. Современные нагайцы, как этнос, они, конечно, имеют отношение к этим средневековым нагаям. В источниках они нагайцами не назывались. Это нагаи. А чаще их даже давали нагайские татары. Не случайно после распада Ногайской Орды образовались два союза. Это большие нагаи и малые нагаи. Тем самым я хочу сказать, что нагайцы, да, это родственный татарам, тюркский народ. У нас общая история в рамках улуса Джучи. И средневековые нагаи, средневековые или нагайские татары, еще раз подчеркну, сыграли большую роль в этнополитических процессах всех этнотерриториальных групп. И крымских татар, и казанских татар, и астраханских татар, и современных нагайцев. Вот современные нагайцы, они в большей степени сохранили в своем этнониме именно этноним корень нагаи. Но нагаи и современные нагайцы знак равенства ставить нельзя. Средневековые нагаи или нагайские татары, они, еще раз повторюсь, сыграли большую роль, адекватную роль в истории всех этнотерриториальных групп татарского народа. Казанских татар, крымских татар, сибирских татар, астраханских татар и нагайцев современных. Вы говорили о том, что Шах Али 3 раза сажали на трон и 3 раза изгоняли. Каковы могли быть причины вот такой частой смены его правления? Ну, главная причина заключалась в отсутствии общих интересов политических. Шах Али появлялся на Казанском троне как ставленник московских князей. И так как они его сажали на трон, то, соответственно, он проводил промосковскую политику. Как только в Казани усиливалась Восточная партия, то вполне естественно, что эта фигура не устраивала казанцев. Казанцы его просто изгоняли. Но, кроме того, Шах Али, кроме того, что достаточно демонстративно проводил промосковскую политику, судя по источникам, он еще имел и достаточно отталкивающую внешность. Вот, например, тот же Сигизмунд Гербенштейн, описывая Шах Али, описал, что он имел очень отталкивающую внешность и при этом добавил, что московские князья давали его казанцам, дабы над казанцами посмеяться. Это вот такой небольшой штрих. То есть он не был популярен у казанских татар, и причем даже сторонники московской партии к нему относились очень и очень холодно. Они его просто терпели до поры до времени. И это результат тех политических интриг, политических процессов, которые происходили в Казани. Нельзя забывать, что и Сафа Гирей ведь тоже не подряд правил. Он тоже 3 раза садился на трон. То есть ситуация менялась, побеждала московская партия, на троне оказывался Шах Али. Ситуация меняется, побеждает Восточная партия, на троне оказывается Сафа Гирей. Я беру уже последний период существования Казани. Но то, что Шах Али был непопулярен в Казани, это отражено во многих источниках. Казанцы к нему относились очень и очень пренебрежительно. Вот крымские татары и казанские татары, насколько отличаются по языку и культуре, и была ли такая разница в эпоху государства Средневековья? Спасибо. Вопрос очень хороший. Постараюсь коротко на него ответить. Да, сегодня
крымские татары – это самостоятельный этнос, да? Мы с вами еще в ходе первых лекций выяснили, что татарский народ, он состоит из определенных этнотерриториальных групп. Это поволжские татары, то есть казанские, татары-мишары, это сибирские татары, астраханские, ну и так далее, и так далее. Крымские татары, да, это самостоятельный этнос, но в эпоху Средневековья особых различий, я думаю, не было. По той простой причине, что вот та переписка между крымскими ханами, казанской политической элитой, там язык был один. То есть в эпоху Золотой Орды вот этот средневековый татарский язык, он был единым, он был понятен всем татарам, независимо от того, проживали они на территории Крыма, Казани, в Сибири или в Нижнем Поволжье. Вот обратите внимание, казанские татары, астраханские татары, сибирские татары, они примерно в одно время вошли в состав русского государства, да? Это середина XVI века, вторая половина. И оказались единым этнокультурном пространстве, и поэтому сохранили единство языка, единство культуры. А крымское ханство, крымские татары вошли в состав русского государства в XVIII веке. И больше уже контактировали с османской культурой. И как раз вот эти вот 200 лет, они как раз и сыграли вот эту роль, что особенности в языке, особенности в культуре, в музыке, в целом в культуре я беру, да, они как раз и сформировались. Но в эпоху развитого Средневековья, в эпоху Золотой Орды особых особенностей, извиняюсь за тавтологию, не было. Это был единый практически язык, практически единая культура. Ну вот так. А вот получается, астраханские татары, сибирские татары, татары Поволжья были схожи, да, в те времена Средневековья. Сейчас можно ли нас назвать одними и теми же татарами? Или обязательно вот это разделение должно присутствовать? Да, вот в первых лекциях я эту проблему уже поднял. Я глубоко убежден, что этнос у нас один, народ у нас единый. Вот некоторые политтехнологи, да, особенно в последнее время, они поднимают вопрос, и причем это уже не первое десятилетие, что вот есть отдельные группы татар. Даже сибирских начали делить, да? Там даже появились заболотные татары и так далее, и так далее. Вот недавно мы проводили прямой эфир в точке опоры. Нам позвонил один из татар из Кировской области. У нас, говорит, там делят чуть ли по населенным пунктам. Я категорически против такого подхода. Я считаю, что у нас нация единая. Да, между казанскими татарами и мишарами, скажем, в конце XIX века, в начале XX века были какие-то особенности в языке, в культуре. Вот, например, мишары, как служилые татары в эпоху Средневековья, они же были служилые, военные. Они долгое время Сабантуй праздник просто не знали. И, например, мы знаем, что в конце XIX века многие мишары, не все, они не праздновали Сабантуй. Были какие-то особенности в языке, но после формирования единого литературного языка уже в начале XX века вот эти особенности, они минимизировались. И сегодня мы не говорим о диалектах. Вот для того, чтобы вам было более понятно, мы же не говорим об особом диалекте, скажем, вологодского русского языка, да, хотя там окают. А разница между окующими русскими и акующими русскими не больше, чем чекающими и щекающими татарами. Понятно, да? Поэтому я говорю не этнографические группы татар, а этнотерриториальные, просто территориальные. Язык сибирских татар, казанских татар, мишары, астраханских татар, он един. Но крымских татар, у них литературный язык имеет свои особенности. И возникновение этих особенностей я вам популярно объяснил. Но забегая вперед, скажу, что вот среди крымских татар был выдающийся просветитель. Звали его Исмаил Гаспринский. Мы еще о нем будем говорить в более поздних лекциях. Вот он был сторонником единства всех тюрко-татарских народов. Он даже разработал искусственный язык на основе крымско-татарского и казанского татарского. И считал, что вот нация должна быть единой. И причем он к этой нации причислял не только крымских татар, не только казанских татар, например, даже азербайджанцев. До революции азербайджанцев называли кавказскими татарами, например, если вы знаете. Вот. То есть вот разные подходы. Дорогие слушатели, на этом наша лекция заканчивается. К сожалению, сегодня и наша встреча подходит к концу. До новых встреч. До свидания.